Я видела у тебя эту записку. А ну, повесь. Это долгая история. Пойдем присядем. Пойдем. Над маленькой речкой у самой воды подружки смущенно шептали сокровенные тайны, простые мечты. Друг другу они доверяли. Не видение, детство, свобода. Их счастье казалось навек. 30-е годы, и молод, и полон, надеждами век. А долго ли будет светиться такой безмятежный покой на этих смеющихся лицах? Не знает ни тот, ни другой, как, впрочем, и те, кто за кадром, ровесники юной страны. Над книгой, над полем, над картой 3 года еще до войны. Так сейчас танцы начнутся. Пойдем скорее танцевать. Хорошо, но мне нужно домой. В тесной квартире счастливые лица, Вальс политрук приглашает невесту, новенький кубик блестит на петлице. А за окном красота новолуния, шепчутся с пугом плакучие дни. Ребята, а давайте смотрим с тобой. Меняется фотоаппарат. Смотрите в камеру. Сейчас пойдет птичка. Молодцы. Ой, ребята, уже начались танцы. Пойдемте. Недолго. И внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Война. 22 июня. Ровно в 4 часа нам объявили, что началась война. Прервалась мирная жизнь людей. Мечты, любовь, счастье — все опалил огонь жестокой кровопролитной войны. Казалось, было холодно цветам, и от росы они слегка поблекли. По тропам и по кустам шарили немецкие бинокли. Возвращайся с победой. Мы тебя ждем. Береги себя. В защиту Родины поднялись все, от мала до велика. Солдаты на фронте, партизаны в тылу врага, труженики у столов, женщины и дети, заменившие ушедших на войну мужчин. Каждый внес свой вклад в общую победу. Это была война народная, война за выживание, война за будущее. В первые дни войны вместе с мужчинами на фронт уходили и женщины. Медицинских институтов мобилизовали 2416 врача и 1589 медсестер. В 1960 ушли на фронт добровольцами, а также молодые девушки добровольно уходили на передовую. Советский народ проявил неимоверное мужество и стойкость в самых тяжелых условиях. Голод, холод, концлагеря, лишения, бомбежки, оккупация. Ничто не сломило их волю к победе. Люди продолжали работать, сражаться, верить
Немецкие захватчики уничтожали не только дома, но и ломили судьбы миллионов людей. Для этого они строили лагеря. По имеющим данным, германские эсэсовцы и полицейские в период 1940-1945 годы депортировали в комплекс не менее 18 миллионов человек. Из них были уничтожены 11 миллионов. Это не только цифры. Это 11 миллионов судьб, 11 миллионов любви, 11 миллионов надежды и мечты, которые не сбылись. Иногда после долгого боя были затишки, где солдаты тихо пели песни, писали письма и вспоминали мирное время. Война, она оставила глубокий след в каждой советской семье. Практически не было таких, кого бы она не коснулась. Отцы, братья, мужья и сыновья. Хорошо, давай почитаем. Жди меня, я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводит грусть, желтые дожди. Жди, когда снега летут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желай добра. Всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино, помянут души. Жди, с ним заодно. Жди меня, я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять, не ждавший них, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой, просто ты умела ждать, как никто другой. В атаку! Вызова на позицию! На родину! Вы видели Сергея? А вы? Он погиб за нас, за Родину. Мы должны быть ему благодарны. Понимаешь? Он жертвовал ради нас. Беги скорее. Скажи, что Михаил приехал, а я приду к тебе потом. Великую Отечественную войну 1941 по 1945, то точных цифр нет, но источники приводят такие оценки. Примерно погибло
более 27 миллионов человек. Это и военные, и мирные жители. Около 11 миллионов солдат погибло на фронте. Было еще много мирных жителей, погибших от бомбежек, оккупации лагерей. Это одна из самых трагических войн в истории человечества. Победа была достигнута благодаря мужеству и героизму солдат, которые соответственно сражались на фронте. Важную роль сыграли стойкость и труд дружку тыла, которые обеспечивали армию всем необходимым. Большое значение имела любовь к родине, вера в победу и единство всего народа. В годы Великой Отечественной войны из Казахстана было призвано около 1 миллиона 200 тысяч человек. На фронте погибло примерно 600 тысяч человек. 633 казахстанца стали героями Советского Союза. Благодаря этим солдатам мы сегодня живем под мирным небом. Их имена высечены на памятниках и обелисках, установлены по всему миру. Так давайте же беречь нашу землю, ценить мир и помнить подвиг тех, кто подарил нам будущее. Никто не забыт, ничто не забыто.